Чем помогут печка, яблонька и речка? Ответ на этот вопрос знают все, кто знаком со сказкой «Гуси-лебеди». Именно ее решили показать маленьким уфимцам актеры театра кукол. Подготовка к новому спектаклю в самом разгаре. Ну а на репетиции побывала Галина Заводникова. Русская народная сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, которого похитили злые гуси-лебеди, знакома, пожалуй, каждому с самого раннего детства. Именно ее решила представить на сцене театра кукол Татьяна Кузьменко. Актриса со стажем, она впервые взяла на себя роль режиссера. И оказалось, что по эту сторону ширмы все выглядит иначе. Я много лет, конечно, в театре работаю. Актеры слушаются вас или тяжело с ними? Нет, у нас очень хорошие актеры, они очень много предлагают. Каждый, причем, пытается, значит, свою лепту внести. Декорации не совсем готовы. Эти деревянные ворота еще станут расписными. Здесь появится лес, горы и реки. Но уже распределены все роли. Бабу-Ягу играет заслуженный артист республики Виталий Щербаков. Кто же знает, как ее показывать? Ее в природе не существует. Кукла такая новая, придется все по новой начинать. Рука сильно устает. Да, лет 31, потом привыкаешь. Не совсем готовы и куклы, еще не расписаны их лица, не закончены костюмы. Но уже проглядываются основные черты. Многие герои получают несколько воплощений, ведь меняется их мимика и пластика. Только гусей для этого спектакля изготовили несколько вариантов с мягкой подвижной шеей, управляемые с открывающимся клювом и даже 3 в одном в полете. Музыку к новому спектаклю пишет лидер уфимской рок-группы «Нечто» Максим Шкель. Постановка весьма традиционна, но появится несколько новых персонажей, которых можно назвать скорее рассказчиками. Предстанут перед зрителями и все знакомые сказочные герои. Будет и яблонька, и печка, и речка. Всем артистам во время спектакля приходится играть несколько ролей. Надежда Беззубова и сестрица Аленушка, и один из гусей, и поселянка. Сложно, поселянку не сложно, потому что я только в начале появляюсь. Сложно гуся чередовать с девочкой, потому что нужно и девочку держать в руках, и озвучивать гуся при этом. Надо просто скорость набрать. А в тишине бутафорской пошивочной мастерской кипит работа над декорациями и костюмами. Это домик Бабы-Яги. На заднем плане будет. После репетиции сюда принесут и кукол. Они должны обрести свои лица, а значит и характер. Обзаведутся они и аксессуарами. Например, гусей нарядят в различные головные уборы. Новую постановку по старинной русской сказке зрители увидят уже в конце марта. Эус, Деус, Космодеус. Галина Заводникова, Ильшат Давлетбердин, Вести, Башкортостан.